Любители зимнего лова, дети и водители – это те, кто находится в группе риска. С началом ледостава на водоемах города появляются первые тропинки. Традиционным местом рыбалки остается 202-й микрорайон. Любителей подледного лова не смущает ни малая толщина льда, ни близость проходящих воздушных подушек. Как правило, утренний клев – это с 5 до полдевятого утра. Значит, утром наблюдалась небольшая группа рыбаков. С ними поработали по рискоориентированному подходу, предупредили, что в этот период лед небезопасен и очень рискованно для жизни на него выходить. По правилам, для одного человека безопасная толщина должна быть не менее 10 сантиметров. Из-за интенсивного ледостава спасатели не смогли замерить лед на 202-м. Но даже при такой сложной обстановке двое мужчин все же находились на льду. Несмотря на многочисленные требования спасателей, они продолжали караулить лунки. Лед еще не окреп. Толщина льда маленькая. Желательно вам собраться и уйти с неокрепшего льда. Первый лед на водоемах опасен прежде всего неравномерным промерзанием. Выпавший снег скрывает под собой слабые участки полыньи и трещины. Именно они могут сыграть с беспечным человеком злую шутку и привести к провалу. Если провал все же произошел, то самое главное, по словам спасателей, не поддаваться панике и постараться позвать на помощь. Выбраться самостоятельно специалисты рекомендуют постепенно. Для этого необходимо широко раскинуть руки, опереться на край льдины и помогать себе ногами, но ни в коем случае не делать резких движений. Пока на водоемах не зафиксировано ни одного ЧП. Между тем, выход на лед вопреки запрещающим знакам считается нарушением административного кодекса. Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Санкции на данные статьи предусматривают предупреждение либо наложение административного штрафа на граждан в размере 500 рублей до 5000 рублей. Вместе с людьми на водоемы едва установился лед, выезжают и машины. Первые экстремалы, возможно, появятся уже в ближайшие дни, поэтому патрулировать водоемы спасатели будут ежедневно. Анна Лебединская, Василий Соловьев, Вести, Якутск.